Самые главные и актуальные новости вторника в эфире информационной программы «Хабер-Лер». Сегодня 29 ноября. В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Депутаты приняли законопроект об изменениях в бюджет Крыма на 2016 год. Что может стать причиной разрыва блокадного статуса полуострова? Как решат проблему пробок в столице Крыма? Как защитить себя и свою семью от ОРЗ? В Симферополе завершились курсы традиционной крымско-татарской вышивки. О всем самом интересном смотрите в нашем выпуске. На внеочередном заседании Государственного совета депутаты приняли законопроект об изменениях в бюджет Крыма на 2016 год. Как сообщил спикер Крымского парламента Владимир Константинов, принятие изменений вызвано необходимостью сбалансированного перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов крымского бюджета на 2016 год, а также корректировки показателей доходной и расходной части республиканской казны в объеме трансфертов из федерального бюджета. По информации министра финансов Крыма Ирины Кивика, новая редакция республиканского бюджета на 2016 год предусматривает уменьшение общего объема доходов на 766,8 миллионов рублей, общего объема расходов на 2 миллиарда 977 миллионов рублей, дефицита на 2 миллиарда 211 миллионов рублей. Уменьшение общего объема доходов бюджета связано с уменьшением утвержденного в республиканском бюджете общего объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 865,3 миллиона рублей. У нас по 6 главным распределителям бюджетных средств произошло увеличение межбюджетных трансфертов с предыдущей сессии до сегодняшней, а по 20 субсидиям и субвенциям сумма уменьшена в связи с отсутствием потребности. Например, у нас меньше процент безработных, поэтому уменьшены выплаты на безработных. Поэтому, кроме того, мы еще увеличиваем объем неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на 98,5 миллионов рублей. Мы видим, что будет перевыполнение, поэтому увеличиваем неналоговые поступления. Кроме того, в доходной части бюджета предусматривается восстановление целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета текущего года в размере подтвержденной потребности 95 миллионов рублей. Профильный министр также уточнил, что уменьшение общего объема расходов бюджета вызвано уменьшением потребностей в бюджетном кредите из федеральной казны на 2 миллиарда 142 миллиона рублей, общего объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 963 миллиона рублей, использованием переходящих на 2016 год остатков средств республиканской казны в сумме 304 миллиона рублей, перераспределением бюджетных ассигнований в объеме 185 миллионов рублей, а также использованием средств возврата остатков межбюджетных трансфертов из федерального бюджета прошлых лет в размере 96 миллионов рублей. С учетом вносимых изменений основные показатели бюджета прогнозируются в следующих размерах. Общий объем доходов 103 миллиарда 522 миллиона и 5, общий объем расходов 122 миллиарда 734,2 миллиона и дефицит бюджета составит 19 миллиардов 211 миллионов. Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки средств бюджета, на счетах они у нас были на 1 января 4 миллиарда 899,6, возврат из федерального бюджета подтвержденных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 2 миллиарда 0,57. Ну и разница на бюджетный кредит 12 миллиардов 254. На сегодняшний день при исполнении бюджета мы не привлекали бюджетный кредит. Весь кредит планируем привлекать, начиная вот с 1 декабря, буквально с четверга будем уже заниматься оформлением бюджетного кредита в Минфине России. В ходе заседания сессии крымские законодатели также приняли в 2 чтениях поправки в статью 57.1 Закона о бюджетном процессе в Республике Крым, изменив таким образом срок внесения в Крымский парламент проекта закона о бюджете Республики Крым на 2017 год с 1 декабря на 15 декабря 2016 года. Асан Абиблаев, Алишер Алимов, телеканал Миллет. Власти Канады ввели санкции против 6 российских депутатов. В документе подтверждается, что Канада не признает результаты выборов в Госдуму в Крыму и не признает эту территорию частью России. При этом в тексте есть заявление о намерении сохранить давление на Россию, чтобы она выполнила Минские соглашения, которые касаются урегулирования конфликта на Донбассе. Ранее Минфин США ввел санкции против 6 депутатов Госдумы от Крыма: Руслана Бальбека, Константина Бахарева, Андрея Козенко, Светланы Савченко, Павла Шперова, Дмитрия Белика. В Москве, в свою очередь, считают абсурдным увязывать санкции с реализацией Минских соглашений, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Как отметил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек, никаких последствий для депутатов Госдумы эти санкции не несут.
Для нас никаких последствий эти персональные санкции не несут. У нас нет имущества за пределами России. Мы не собираемся выезжать в Канаду. У нас самая основная задача, как народных избранников, отвечать запросам наших избирателей, улучшать жизнь крымчан и в целом россиян. Поэтому у нас даже нет времени на то, чтобы отвлекаться на недружественные шаги со стороны Запада, в данном случае Канады. В Киеве не видят шансов на возвращение Крыма в ближайшие 5 лет. С таким заявлением выступил замминистра України по делам оккупированных территорий Георгий Тука. Я вважаю неможливим повернення Криму найближчі 3-5 років. Крым вновь стал российским регионом. По итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине, за воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. В Болгарии хотят собрать подписи за отмену санкций против России и Крыма. Это стало известно в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь-Москва на тему «Народная дипломатия как самый короткий путь разрыва блокадного статуса Крыма». Тему продолжит Султания Ситакаева. В пресс-конференции принял участие председатель правления Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков, который приехал из Болгарии. Он вызвался лично приехать в Крым и присутствовал на болгарских встречах. Я увидел эту единую общность, как работает, культура и запазвает. Все, я расскажу это в Болгарии. И я надеюсь, что подписать договор сотрудничества с госпожой Аман и продолжать сотрудничество наше плодотворно и в Болгарии, и в Крыму. В свою очередь, председатель общественной организации Республиканского объединения депортированных болгар Крыма имени братьев Стояновых Алла Аман рассказала, что крымские болгары продолжают оставаться болгарами и в полном объеме имеют возможность развиваться во всех направлениях. Мы здесь, крымские болгары, продолжаем оставаться болгарами, хоть и 200 лет уже живем в Крыму, готовим наши блюда, соблюдаем наши традиции, поддерживаем свою аутентичность. Председатель Совета общественной организации «Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым» Паисия Хилендарского Иван Абажар отметил, что благодаря Государственному комитету по делам межнациональных отношений и депортированных граждан системно отрабатывается механизм взаимоотношений с национально-культурными автономиями. Есть комитет, который занимается вопросами ранее репрессированных народов и вопросы, связанные по межнациональным отношениям. Все это воедино в национально-культурной автономии, исполнительная власть в лице Государственного комитета и комитет при Государственном совете – это такой как бы костяк, на котором базируется в целом межнациональные отношения в Крыму. Также Иван Абажер подчеркнул, что указ президента о реабилитации депортированных граждан Республики Крым полностью действует, и граждане могут воспользоваться всеми возможностями, которые предусматриваются в законопроекте. Помимо этого, Пламен Милетков заявил, что в Болгарии планируют собрать подписи за отмену санкций против России и Крыма. По его словам, у Болгарии гораздо больше общего с Россией, нежели с Евросоюзом. Султания Ситакаева, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». В адрес нашего телеканала пришло коллективное обращение жителей Сакского региона, членов общественных организаций, мамов муниципальных служащих, где они выразили свое глубокое возмущение показом ролика на одном из украинских телеканалов, в котором оскорбляют и дискредитируют лидера, общественного деятеля, человека, активно отстаивающего права крымско-татарского народа Искендера Белялова. Целью подобных роликов является подрыв доверия населения Крыма к уважаемым в обществе людям, которые стремятся объединить крымских татар и направить потенциал крымско-татарского народа в созидательное русло, пишут в письме. Сегодня обсуждали развитие и совершенствование пассажирского транспорта в Симферополе. На повестку дня были вынесены актуальные вопросы, касающиеся транспорта, пробки, остановки и урегулирования потока всего транспорта. Подробнее в сюжете Алиме Кайбулаевой. В каком часу нужно выехать, чтобы не опоздать на работу и вовремя прибыть к месту назначения? Транспортные пробки и отсутствие маршруток сегодня стало главным наболевшим вопросом жителей Симферополя. И эти темы сегодня обсуждали на совещании у главы администрации города Геннадия Бахарева. В своем выступлении начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Андрей Шабалин рассказал о создании муниципальной программы развития и совершенствования городского пассажирского транспорта. По его мнению, именно реализация этой программы поможет решить образовавшиеся проблемы с транспортом. В результате реализации мероприятий программы ожидается повышение эффективности управления транспортными и пешеходными потоками,
увеличение пропускной способности уличной дорожной сети, предотвращение автомобильных заторов, уменьшение задержек в дорожном движении. Следующее – это выполнение оптимизации маршрутной сети городского автомобильного электрического транспорта. Использование разработанных принципов на основе результатов математического моделирования с учетом необходимого количества единиц подвижного состава по каждому маршруту новой сети позволит организацию и проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок. Внедрение интеллектуальных транспортных систем позволит снизить задержки транспортного потока на 15-20%. Ранее в городе уже провели оптимизацию маршрутной сети. Из 69 городских автобусных маршрутов оставили 48. Но тем не менее проблема с пробками на дорогах не решилась. Кроме того, появилась проблема нехватки маршрутного такси. Пассажирам приходится долгое время ждать необходимый транспорт. Геннадий Бахарев отмечает, что с реализацией программы интеллектуальной системы транспорта эта проблема решится. Некоторые жалуются на отсутствие, некоторые жалуются на большое присутствие. Мы сейчас вот рассматривали вопрос оптимизации, он так звучит, может непонятно, но он связан именно с интеллектуальной системой транспорта. Вот только внедрив ее, мы сможем отрегулировать все. Это я уже сам убедился, потому что все наши полумеры, они все уже исчерпались, больше их нет. Общественный транспорт симферопольцы ждут под открытым небом. В городе нет оборудованных остановок. В администрации эту проблему обещают решить до конца года. Значит, по остановкам, я знаю, что это у нас затянувшийся вопрос, но мы его так досконально проверяем и согласовываем, потому что хотим сделать все однотипно, как поручил глава республики. К сожалению, уволен главный архитектор, вы знаете, он этим вопросом занимался. Вот как занимался, вы тоже видите итоги. Сейчас, пока главного архитектора нет, я это взял на себя функцию. Я думаю, что до конца года мы все-таки выработаем единый архетип остановок без всякого рода торговли. Там, где нужно будет, мы применим, конечно, чтобы люди могли содержать социальные остановки, потому что мы будем разыгрывать пакетным. То есть, там, например, одна, на которую можно зарабатывать, там 10-15, которые просто нужно будет содержать. Вот это до конца года мы сделаем. По многочисленным просьбам наших зрителей съемочная группа телеканала «Милет» наблюдала за ситуацией передвижения в городе. Пробки действительно существуют, водители жалуются и предлагают свои пути решения. Нужно отрегулировать окружную дорогу и не пускать транзитные автомобили через город. Да ничего не сделаешь, машин много. Каждый день, да, плачевная ситуация. Даже в выходные дни пробки. Машины убрать припаркованные. Работу эвакуаторов наладить. На остановках ситуация другая. Кто-то терпеливо ждет свой транспорт, а кто-то в жутком возмущении. В старом городе по улице Красноармейская раньше проходило 2 маршрута – 8 и Кольцевой, а сейчас оставили только маршрут под номером 8. Местные жители испытывают неудобства. Только 8, а другую вообще редко видим. Бывает 15 минут, бывает 20, бывает 10, когда как. Нет, хотелось бы чаще. Маршрутки, автобусы, все останавливается, прекрасные водители. Нас все устраивает. Кольцевая была очень хорошо, да. Было можно свободно поехать и на автостанцию, и все. А сейчас, конечно, очень плохо, что не ходит. Кольцевой и вообще хотелось бы вернуть. Да, Кольцевой хотелось бы вернуть. 8 ходит, конечно, но в последнее время она реже стала ходить почему-то. На совещании также рассказали, что в маршрутных автобусах будут устанавливать валидаторы. Стоимость проезда пока останется прежней. Что касается пробок и нехватки маршруток, необходимо ждать реализации программы интеллектуальной системы транспорта. Алимия Кайбулаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». Сегодня крымские спасатели оказали помощь в ликвидации загрязнения береговой линии центрального пляжа города Судак продуктами нефтепереработки. К месту происшествия были направлены сотрудники 21-й пожарно-спасательной части, сотрудники Росприродонадзора, а также представители администрации города Судак. По прибытию на место было установлено, что зона загрязнения достигает около 400-500 метров. Одновременно с этим в администрацию города была организована комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по вопросам очистки береговой линии. Благодаря оперативным и совместным усилиям городских служб и крымских огнеборцев удалось максимально быстро очистить более 500 метров территории пляжа подручными средствами. Загрязнение в основном коснулось центральной набережной города Судака. Брать в эквиваленте чисто мазута, сколько выброшено было, это порядка 300, максимум может 400 килограмм. В общей сложности собрано песчано-гравийной
смеси, которая именно загрязнена была на побережье, порядка, не превышает, наверное, около 2 тонн. Спасибо хочется сказать и слова благодарности именно администрации города, волонтерам. Спасатели не могли пройти мимо этой беды, соответственно. Пассажирский самолет, на борту которого находились 81 человек, среди которых были и футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе», потерпел крушение в Колумбии. По данным властей Медельина, в результате крушения выжили 5 человек, 76 погибли. На борту самолета также находились члены правления клуба, представители тренерского штаба и члены технического персонала команды, журналисты и 3 гостя. Пока нет ни одной достоверной версии о причинах крушения. В местных СМИ говорят, что катастрофа случилась из-за непогоды. По другим сообщениям, у самолета могло кончиться топливо. Депутаты Госсовета Крыма разрешили начать подготовительные строительные работы на трассе Таврида и многопрофильном республиканском медцентре госбюджетного учреждения Крымская республиканская клиническая больница имени Симашко с момента подачи проектных документов на государственную экспертизу. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе внеочередной сессии Республиканского Госсовета. Ранее исполняющий обязанности начальника службы автомобильных дорог Игорь Кравченко сообщал, что подготовительные работы на трассе Таврида начнутся уже в этом году. Вчера в эфире нашего телеканала вышла новость о том, что Сейдхалилу Сейтмеметову, мальчику, у которого диагноз детский церебральный паралич, необходима помощь. В тот же вечер в нашу редакцию поступила радостная новость. Сбор средств на лечение Сейдхалила закрыт. Как сообщила мама мальчика, им позвонил меценат, который готов оплатить лечение ребенка и билеты до Москвы. При этом меценат пожелал остаться неизвестным. Мы желаем Сейдхалилу скорейшего выздоровления. Резкое похолодание может привести к вспышке заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями. Наш корреспондент София Шугурова побывала на приеме у врача и знает, как защитить себя и свою семью от ОРЗ и чем лечиться, если все-таки вы заболели. Проходят последние дни осени, наступает зима. Похолодание и резкие перепады температуры влияют на самочувствие жителей Крыма, а порой и приводят к простудным заболеваниям. В поликлинике полуострова за последние 2 недели все чаще обращаются люди с жалобами на состояние здоровья. Когда вы почувствовали проблемы с простудным заболеванием, температура, лучше, конечно, это или студент, или это рабочий человек. Лучше отлежаться, не быть источником инфекции для других, и легче поддается лечению такое, когда в общем-то, в покое проводится это лечение. Потом к врачу обязательное обращение, это или участковый врач, или там на дом вызываете врача. Температуру сбивать обязательно при высокую. Противовирусную терапию уже назначает сам доктор. Сами самостоятельно не решайте. Обильное питье, ягоды, фрукты, витамин С. Это вы можете еще решить, и температуру. Остальное все решает доктор. Острые респираторные вирусные инфекции – это большая группа острых вирусных заболеваний, которые характеризуются воздушно-капельным путем, передающихся при кашле и чихании. В зоне заражения находятся все в радиусе 2 метров вокруг больного. На сегодняшний день ситуация по гриппу и ОРВИ в Крыму не носит эпидемический характер. Несмотря на то, что уже во многих субъектах Российской Федерации регистрируется повышенный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на сегодняшний день ситуация в Республике Крым по данным заболеваниям носит неэпидемический характер. Заболеваемость характерна для данного периода года. То есть пока ситуация на территории республики стабильная. Лучшее время для проведения вакцинации накануне простудного сезона, в сентябре. Прививка против гриппа защитит от заболевания или же обеспечит его легкую форму и позволит избежать осложнений. Опыт показывает, что в Симферополе вирус гриппа приходится на конец января, начало февраля. Специалисты прогнозируют, что в этом году серьезной вспышки гриппа в городе не будет. Ведь на сегодняшний день вакцинацию прошли более 35% населения Крыма. На сегодняшний день вакцинальная кампания в Крыму уже практически закончилась. В отличие от сезонов 3-летней давности, за последние 3 эпидемических сезона в Крыму проводилась массовая иммунизация против гриппа. В сезон 2014-2015 года было привито около 70 тысяч человек.
В прошлом году было привито порядка 500 тысяч человек. Уже в предэпидемический период этого сезона привито порядка 670 человек по Республике Крым и 134 тысячи по городу Севастополю. Это составило 35% от совокупного населения полуострова. Как симферопольцы защищаются от простудных заболеваний, мы поинтересовались у жителей города. Надо себя хорошо беречь, тепло одеваться и холодную воду не пить. А вот чтобы не болеть, в первую очередь надо заниматься физкультурой. Обливаться холодной водичкой. Главное, чтобы было тепло в спине. Спина, чтобы всегда была в тепле. В первую очередь употреблять зелень, чеснок, лук свежий. И немножечко, как говорится, делать салатик с аджика. Аджика есть же такая? Вот она дает, как говорится, немножко согреваться организму. Живите счастливо, здоровы будьте. И не болейте. Самое главное. Кушать лук, чеснок. Можно от этого. Ну и препараты противовирусные. Не промерзать. Одеваться по сезону, не переохлаждаться. А если заболели, ну, наверное, первое, что идти к врачу. А потом уже заниматься самолечением. Прислушивайтесь к советам врачей и помните, хорошее настроение – залог крепкого здоровья. София Шукурова, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». В Симферополе завершились курсы традиционной крымско-татарской вышивки. Занятия проводились на базе учебного центра Духовного управления мусульман Республики Крым. На занятиях ученики освоили ряд традиционной техники крымско-татарской вышивки. И вот спустя полгода посетители курсов получили сертификаты. Подробнее расскажет Фадеме Сейтмамут. На занятиях ученики освоили традиционные виды крымско-татарской вышивки, такие как букмемы, клама, пул и коснак. Кроме того, были проведены лекции по основам художественного образования, чтения и составления крымско-татарского орнамента. Оба курса запатентованы автором. Сегодня у нас завершение 23-й группы по счету. Сегодня у них произошло закрытие. Закончили они заниматься, прошли первую ступень нашей трехступенчатой традиционной крымско-татарской вышивки. Выпускница курсов Алимия Велиулаева во время защиты своей работы продемонстрировала ее и сообщила, что выполнила композицию «Родовое древо» в южнобережном стиле. Много цветов ярких, мало золота было. Значит, композиция в основе у нас всегда предки. Здесь вот внизу тоже это все предки. Далее у нас идет стержень, вот это кипарис называется. Это знак мужчины, главы семьи. Далее томки изображены. Вот этот тюльпанчик – это мужской символ, то есть мальчики. Леньяра Аблязова рассказывает, во время занятий традиционной крымско-татарской вышивкой она чувствует связь со своими предками. Ведь прабабушка Леньяры Ханум была вышивальщицей. Очень захватывающий такой процесс. И начинаешь работать, начинаешь понимать что-то, начинаешь строить свою жизнь по-новому. Уже даже в таком возрасте, как некоторые говорят, зачем тебе это нужно, оказывается, очень нужно. Потому что вот сидишь, работаешь, делаешь что-то, и кажется, вот здесь вот еще что-то, вот здесь вот еще что-то. И потом уже просто сам себя останавливаешь и говоришь, все, мастерству нет предела, нужно уже на чем-то останавливаться, уже заканчивать эту работу. Лилия Смаилова давно занимается рукоделием, но ее всегда интересовала техника национальной вышивки. В ее личной коллекции хранятся более 20 работ в национальном стиле, выполненные свекровью Лили Ханум. Рассказывает, после посещения курсов стала понимать, какой смысл вкладывали наши предки в вышитые узоры. Поэтому меня это очень заинтересовало, и вот этот вот именно интерес меня привел сюда. И то, что я сейчас увидела, меня, конечно, это очень обрадовало, что, может быть, когда-то я тоже стану так вышивать. И, может быть, когда-то от меня тоже что-то останется моим потомкам. Ольга Файзулина узнала о крымско-татарской вышивке совсем недавно, а когда пришла на занятия, получила опыт и незабываемые впечатления. Сказать, что я была удивлена, у каждого народа есть свои национальные вышивки, это понятно. То, какую красоту я увидела, придя на курсы и начав знакомиться с вышивкой, с культурой, с тем, как много вкладывается смысла в эту вышивку, это действительно стоит того, чтобы этому учиться. Напомним, курсы проводились в различных регионах Крыма с апреля 2010 года. Фадеме Сейтмамут, Лилия Виджатова, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет».
На этом наш выпуск завершается. Команда корреспондентов Хаберлер продолжает следить за событиями на полуострове и в мире. Оставайтесь с нашим телеканалом и будьте в курсе последних новостей. До завтра.